Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. Свою тягу к путешествиям я унаследовал от родителей. Отец геолог, мама энергетик в быту своей молодости приехали в Якутию за таежной романтикой и внести свой вклад в развитие этого удивительного региона. Тогда-то на берегу Вилюя в поселке Нюрба я и появился на свет. И с тех самых пор люблю Якутию, землю Аланхо. Сколько себя помню, у меня всегда было желание заглянуть за горизонт. Сначала это была соседняя сопка, а затем Лысая гора и сплав. Много воды утекло с тех самых пор, но желание заглянуть за горизонт осталось прежним. Разве что расстояние до горизонта заметно увеличилось. Но не настолько, чтобы я не достал. Об одном таком путешествии за горизонт я и поведаю вам в этом фильме. 16 марта 2016 года мы с моим другом Александром были готовы осуществить свою мечту – покорить перевал Удакан и отроги Станового хребта на горных снегоходах. И стоит заметить, что в тех местах этого не делал никто и никогда. Одним словом, мы были готовы отправиться за горизонт. Наша экспедиция состояла из двух этапов. Первый – это автомобильный перегон в 700 километров из города Нерюнгри до поселка Хани, из которых 500 – это известный в кругу путешественников-экстремалов Бамовский зимник, переход по которому заслуживает отдельной серии. Серега, Да. а где какая мечта жизни? Сейчас мы к ней едем. Одна из моих мечт – это, несомненно, покорить хребет Удакан, куда мы сейчас, собственно, с собой и едем. Это самая главная мечта? Нет, конечно. Это одна из Первая. Настоящая. ближайших, которая уже суждено скоро сбыться, мне кажется, да. У нас надувная палатка, у нас деска, у нас паяльная лампа, у нас плита газовая, у нас продуктов там пол багажника, так что мы даже если захотим здесь остановиться обособленно, можем неделю здесь прожить. Тушенка, мошонка, Мошонка. тушенка, мошонка, все есть. Ну, конечно, самое главное – это валенки в дороге. Ничего лучше нету валенок. Валенки, да, валенки, да не поджиты старенькие. Валенки, да валенки, да не подшиты старенькие. Путешествие по данному зимнику на внедорожнике – дело, в общем-то, несложное. Это если в дороге вас не застал обильный снегопад, и если вы успели пройти по рекам, пока они не тронулись. В нашем же случае сложность заключалась в том, что мы тащили за собой прицеп, груженный снегоходами, весом около тонны. Так что приключения на зимнике только начались.
Во, ровненько, ровненько, Серега, давай, поехали. Там прицеп не заденешь. Давай. Собачки, мясо будете? Иди сюда, ням-ням. Скажи гав-гав-гав 3 раза. Не, 3 раза скажи гав-гав-гав. Какой хороший. Вы готовы покорить вот эту вершину с прицепом, с 2 снегоходами? Давай, Серега, давай. Газу. Ёкарный дырды. С открытым люком. Давай. И налево сейчас. Где-то примерно в 40 километрах от поселка Чильчи наш доблестный прицеп дал слабину. Оторвалось крепление передней оси, вследствие чего ее загнуло. Вот так у нас обстоят дела. Мы разгрузили прицеп в надежде его запрокинуть на бок, чтобы у нас был доступ к этой оси, чтобы мы могли предпринять какую-то попытку реанимировать. Так вот, конечно. Ух ты, какие он надломил-то. История, конечно, неприятная, но жизненная. Будем делать. Что-то будем делать. Хорошо, у нас есть лягушка. Вот, скорее всего, был здесь удар. Вот сюда удар. Оторвало крепление. Ой, загнуло. Че амортизаторы загнуло? Теперь будем что-нибудь выдумывать. Вообще сложно. Я предлагаю еще немножко поддавить ее. Вот это вот ухо у нас сюда зашло. Потом мы отсюда снизу там подомкратим, чтобы какой-то зацеп до трубы. Потом уже будем обвязывать его. Я думаю, что километров 70 мы на нем выйдем до ближайшей сварки. Притянув ось лебедкой, мы попытались двинуться дальше, но далеко не уехали. Продвижение затруднял выпавший накануне снег, и пресловутая ось и вовсе обломилась пополам. Тогда мы приняли решение демонтировать ее и дальше двинуться на одной оставшейся оси. Недолго мы таким макаром проехали. У нас ось, мало того, что была погнута и сорвана с петель, она поломалась пополам. И мы приняли единственное верное решение. Так как у нас прицеп двухосный, мы просто открутили одну ось вообще. И на одной, да, Сашка одел валенки, чтобы ноги не мерзли. Вот, и на одной оси сейчас будем двигаться. За 8 часов ни одной машины. Или уже за 10? Бам. Уже за 10. Ни одной машины. Все засыпало, никого нет. Ну и хорошо, в принципе, потому что мы бы тут не разминулись. Это нам большой плюс. Все, готовы? Едем дальше.
сейчас ехали и слушали песенку «А ты такой, мужчина с бородой». Но теперь мы слушаем песенку «А ты такой, мужчина с лопатой». С лопатами наперевес за 4 часа продвинувшись на 7 километров, мы поняли, что данный перевал, заметенный снегом, нам с прицепом на одной оси не одолеть. И мы принимаем решение развернуться и найти выход на отсыпку, так называют дорогу, что проходит вдоль железки. Развернуть прицеп на проселочной дороге шириной около 2 метров, да еще в снегу, оказалось не так просто. Так что на ум приходили разного рода ухищрения. Оба, на, нифига себе. О, блин. Everybody. Но, как оказалось, развернуть прицеп – это полдела. А вот развернуть наш внедорожник и объехать прицеп оказалось немного сложней. Но мы справились. Не спрашивайте как, но поздней ночью с лопнутым фаркопом, он лопнул от нагрузки вследствие отсутствия передней оси, что мы вынуждены были демонтировать, мы добрались до поселка Чильчи. Уставшие и изнеможенные мы вырубились прямо в креслах автомобиля, в окно которого утром постучал мужчина. Представившись Сергеем, отправил нас в пожарную часть, а сам тут же по телефону вызвал сварщика заварить нам фаркоп, за что ему огромное человеческое спасибо. Послушай, вот сейчас как вовнутрь загонишь, и вот тебе пропишешь лес, какой больше. И все, вот так с одной стороны зажал отворить, потом вторую сторону натянул, сжал. Он ровно будет одна полоса, а потом также вторую вписал. И будет самое то. Так что благодаря помощи пожарной охраны поселка Чильчи, мастерству сварщика и прочного швеллера, что безвозмездно пожертвовал нам Слава, часиков в 5 пополудню мы вновь продолжили путь. Друзья, наше путешествие продолжается. Мы приближаемся к деревушке под названием Алеокма. Оттуда нам останется 60 километров до Хани, где мы станем лагерем, где у нас будет база техническая. Вот. Там мы сделаем небольшой пит-стоп, дозаправку, приведем технику в боевой порядок и уже будем собираться на заключительный марш-бросок километров 50 в сторону Чары на хребет Удакан, у подножия которого мы сделаем уже базовый лагерь. Вот, и будем совершать оттуда набеги на вершины. Я надеюсь, там кафе есть. Такие яичницы охота. Капец. Так мы проделали путь. Ну все, удачи. Что, вас может тоже толкнуть? Нет. Не надо? Ладненько, давайте. Сейчас звонил Володя с Хани. Говорит, у них бензина в продаже нет.
Я говорю, ну мы в Алекму заедем, заправимся. Он говорит, в Алекме тоже бензина, продажи нет. Он говорит, у перекупов, говорит, надо покупать. До Чары ехать придется. А что еще остается делать? Еще 150 от Хани. А мы сейчас подъезжаем к Алекме. От Алекмы 60 до Хани 210 для Чары. 210. А у нас в баке осталось 10 литров. Вот, как там прожить? Дайте совет, дайте совет, пожалуйста. Ну что, мальчики и девочки, мы сделали это. Первый этап первой южноякутской экспедиции Хани-2016 подошел к своему логическому завершению. Мы добрались до точки назначения. Сегодня будем здесь обустраиваться, вот, готовить технику. Но завтра с утра второй этап начнется. Снегоходный, самый интересный. Что скажешь, Александр, как дорога? Ура, 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 ура. Очень доволен, счастлив, приятно удивлен. Главное, что хотел поведать вам, уважаемые зрители, в этой серии, никогда не нужно отчаиваться. Выход есть. И есть отзывчивые люди, готовые вам помочь. Тем более на зимнике БАМа. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave with your delicate wings I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe there's a stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters and gold. You gave me magical, I gave you wonderful. Got that invisible chord, or I'll start you what's understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Got that invisible chord, or I'll start you what's understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Let's make this biblical and have from our invisible course. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. It could have been a wonderful year. Instead we might not make it to the end. Everybody cares, but nobody knows. You gave me magical, I gave you wonderful. Got that invisible chord, or I'll start you what's understandable. Let's make it measurable. Moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Got that invisible chord, or I'll start you what's understandable. Let's make it measurable. Moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Let's make this biblical
First steps are what it all for.